В последнее время в районах республики участились жалобы на плохой сигнал абхазского телевидения. Жители огорчены, что у них не показывает главный канал страны. А ведь они привыкли собираться каждый вечер всей семьей и смотреть новости и другие передачи на родном языке. Все, с кем мы созванивались по телефону, говорили, что проблемы с вещанием уже больше 10 дней. Здесь необходимо отметить, что у жителей сел в основном аналоговое телевидение. Однако, по словам жительницы Ачамчиры Марины Шинеля, у нее абхазское телевидение показывает. Я, например, почти всегда смотрю. И семья тоже, когда вот мультики идут, моему внуку нравится, тоже смотрит. Обычно я смотрю новости. Они же говорят в начале новостях, что будет в программе. И вот я смотрю, если мне надо, посмотрю, что дальше будет. А так новости почти всегда смотрю. Абхазское телевидение любим и смотрим с удовольствием, говорит Марина Шинеля. Конечно же, бывают и сбои в вещании. Тогда пропадает не только госканал, но и остальные. Бывает такое тоже. Но это не только абхазское телевидение. Целиком может каналы сбиваться могут, бывает такое. А вот у ваших соседей там, допустим, вот кто-то, может, жаловался? Они жалуются на то, что телевидение часто отключается, перебои во всех каналах. Это у меня тоже бывает. Но мы думаем, что в Сухуми свет выключили, наверное, думаем, или где-то что-то отключили. Мы уже привыкли к этому и считаем, что это ничего, если отключилось. Буквально 5 минут, 10 минут опять включается. Чтобы выяснить, в чем же проблема, мы обратились в Сухумский телерадиопередающий центр. Здесь нам сообщили, что во время последней грозы был поврежден телевизионный передатчик. Для решения проблемы специалисты сработали оперативно. Был изменен вещательный канал. С 34-го вместо НТВ на 31-й канал зона Ачамчир. По информации потом перепроверенной, он не все покрыл, то, что покрывал предыдущий передатчик, который вышел из строя. Да, немножко затянулся его ремонт, но оборудование довольно старое. Завод, как я понял, изготовитель, по-моему, даже не существует. Вывозить на ремонты в Россию смысла нет, это очень дорогое удовольствие. В данный момент он находится пока в стадии ремонта. Насколько затянется, я не могу сказать. В Сухумском телерадиопередающем центре специалисты постоянно отслеживают ситуацию, ведут журнал учета. Они созваниваются с начальниками районных участков, которые в свою очередь докладывают о тех или иных повреждениях. Отслеживаем ситуацию, она внутренняя наша. Нам утром доложили, мы сидим, просматриваем, что же там, с чего начинать, куда ехать на ремонт, какие диагнозы выставлять к этому оборудованию и тому подобное. В общем, так со всеми объектами, мы как головной объект, существует связь. Каждое утро дежурный собирает информацию перед предыдущей сменой и ее в журнале отслеживает. Я утром приезжаю, смотрю эту сверочку, насколько это верны сведения. Жители Ачамчирского района получают сигнал в основном через Куарчальскую или Ачамчирскую вышку. Нужно отметить, что все оборудование уже старое, но тем не менее специалисты Сухумского телерадиовещательного центра обещают наладить вещание в ближайшее время. Лаура Капш, Камила Джопа, Абхазское телевидение.